прямой такой необходимости, то есть логической необходимости нет. Например, в начале 90-х годов была такая реформа церковного нашего управления в России. Была выделена отдельно Майкопская адыгейская епархия, Адыгея республика, самостоятельный субъект Российской Федерации. И вот была выделена эта епархия в отдельную, но к ней волевым решением Синода был прирезан к ней город Сочи. Логика была следующая, что адыги народ скорее мусульманский, чем православный. Сможет ли в этих условиях выжить там самостоятельная епархия или нет, трудно сказать. Плюс к этому, чтобы епископ местный не стал слишком зависим от нравов местной политической элиты, пусть у него будет, хотя бы и в финансовом, в физическом смысле, другая точка опоры. Аналогичное решение для Северного Кавказа вообще характерно для церковной жизни. Например, там вот есть у нас епископ Бакинский в Азербайджане, да? Но кроме того, он управляет рядом приходов по ту сторону Кавказского хребта, по-моему, даже чеченские приходы и так далее. Вот. А большинство Северо-Кавказских республик входит в Ставропольскую епархию. Так что это мотивы могут быть разные, но просто нельзя сказать, что вот церковная судьба Гагаузии, Кабульской епархии, она является уникальной. То есть тогда, в 90-е годы, когда Кабульская епархия создавалась, тогда это было в порядке вещей, в том числе и в России. Вполне вероятно, и вы не первый человек, от которого я слышу это предложение, что сейчас ситуация изменилась, в том числе и уровень церковного самосознания гагаузского народа. И вполне возможно, что пришло уже время, когда можно всерьез задуматься о создании, собственно, гагаузской епархии. Будет ли она только на территории гагаузской территориальной автономии? А может быть, она, опять же, имеет центр в Камрате, но, может быть, выйдет за пределы Гагаузии. То есть варианты здесь тоже могут быть разные, и здесь есть плюсы и минусы, которые надо очень серьезно обсуждать, но прежде всего я считаю, что все-таки это вопрос, по которому должен быть определенный консенсус, достигнут быть именно в самой Молдавской церкви, а уже потом преподнесен на суд Москвы.